Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в мебельном цехе «Форма мебели». Рядом со мной я рада представить Улана Шакеева, мастера, старшего мастера мебельного цеха. Сегодня у нас не совсем такая, скажем так, женская программа, в отличие от предыдущих эфиров, да. Мы будем сегодня перетягивать мебель, да, а точнее это будет делать Улан. Я ему всецелостно доверяю, да, поскольку считаю, что это больше такое мужское дело. Улан, расскажите немножко, да, о вашей компании, как давно вы работаете и в каком вот направлении? Ну, я лично здесь работаю уже 5-й год пошел. Сама компания где-то около 7 лет работает. Я только устроился через 2 года где-то. Вот. Компания направлена на перетяжку мебели, изготовление мебели именно мягкой, не корпусной, а мягкой мебели. Ну, там какие-нибудь коммерческие работы тоже делаем, рестораны, там, больницы, там все такое разное. Ну и частные тоже. То есть с организациями, да, как с организациями, так и с частными клиентами. Ну, сегодня мы будем перетягивать, правильно, да, говорится, стул. Да, можем даже показать на примере, вот стульчик взять, да, что у нас в итоге получится. Из какого это материала, что это за стул офисный, какой? Это эко-кожа, тоже стул офисный, ну не офисный, а кафешный, так сказать. В кафе делали. Ну это еще тоже как бы недоделанный, просто как вариант показать. Вот. Такое примерно будет. Но это еще тоже как бы недоделано, поэтому будет лучший вид. Стул из эко-кожи. Насколько вообще вот сложно, можно ли повторить это в каких-то домашних условиях, иметь какие-то определенные инструменты, что вообще для этого необходимо? Ну, в домашних условиях это как бы довольно-таки трудно именно такой уже сделать. Ну, если дома делать, то швейную машинку желательно, ну и ручной степлер, конечно, но это уже как бы у нас идет автоматический степлер, там уже с воздухом, поэтому дома такой не поставишь. Ну, в принципе, что-то повторить да, в принципе, можно, да. Да? Ну, я предлагаю приступить, да, с чего этот процесс начинается. Получается, берем изделие, это как бы старая перетяжка, это как бы лично не мы делали с нуля, получается. Берем, ну, старую, это, получается, мы дербаним, отдаем швеям, они перешивают по старому крою. То есть остается поролоном немножко, да? Так, а чехол вот этот шьется по размеру, да? По старому, Ну, старый, получается, ткань берется и под ним шьется. Ну, и вот здесь тоже как бы с поролоном пришито. Дома тоже не особо ты и повторишь это делать. Ну и прошито вот здесь вот машинкой, как вы сказали, да? Надеваешь ее так. Тоже так не поделаешь. Тоже идеально должно сесть, да? Главное не порвать. Ну, может такое случиться? Да, вполне возможно. Ну, уже руки привыкшие, так что... Чтобы ее вплотную привести, нам понадобится клей, чтобы ее приклеить. Получается, сюда, вот видите, это старый след от клея. Тоже нужно приклеить ее. А что за клей? Специальный мебельный клей. Так. Ну, мы сюда заливаем ее, получается. Ну, он такой достаточно жидкий, да? Да. Как бы стекает. Ну и когда клеишь, тоже нужно аккуратно сделать, чтобы складок не оставалось, стараться. Складки, если остается, то тоже плохо. Стул будет не очень выглядеть. Так.
по-французски? Садись. Ага, схватывается он быстро, да? Да, в принципе, быстро схватывается. Вот чуть-чуть тоже можно подождать. Чтобы он высох, там несколько часов хватит, в принципе, и все. Чтобы хорошо высох. Здесь все дело в натяжке, чтобы вот такие вот складки тоже не появлялись. Нужно натягивать хорошо, чтобы красиво смотрелось. Ну и потом, все складки, конечно, не уберешь. Там некоторые лайфхаки есть, тоже можно сделать. Ну это как сказать, лайфхаки, дома тоже можно это делать. Так, она как бы пригождается и здесь тоже. Вот видите, немного складки остается. Ее как бы, в принципе, можно убрать. Здесь главное не пробить руку, когда работаешь. Вначале, когда ты работаешь новичком, часто себе руку пробиваешь. О. Здесь мощная как бы она. Ага. Ну, техника безопасности, Да. да, должна быть, конечно, определенная. Подождать надо, чтобы... Ну, я так понимаю, это у нас Да. что-то паровое, да? Да, да, да. Ага. Ну, дома тоже как бы утюг же Ага, есть. ага. Уже паром убираешь, так. То же самое здесь как бы. Пока ее можно обтянуть. Ну, иногда остается вот такой вот лишний материал, так сказать. Ее обязательно надо будет убирать, разрезать. Отрезать, да? А вот здесь так остается, да, дерево? Нет, здесь она закроется. Тоже. А какой же? Нет, уже другим материалом.
Чтобы разобрать скобу, вот такие вот отвертки есть специальные, Угу. с двумя наконечниками, так сказать. Ну и убираешь вот так вот. Что я немного поторопился. Угу. Здесь есть отверстие для болтов. Угу. Соответственно, их нужно оставить. Ага. Ну, то есть всегда можно исправить, да? Да. Что-то. Ага. Ну, если что-то там случайно порезали, там случайно там придется перешивать, как бы. Угу. Вот. Так вот. Угу. Так, покажем. Тут отверстие для болтов, чтобы прикрепить к ножкам. Угу. Ну, это, конечно, так не останется. Это все закроется, чтобы красиво было. Угу. Вот. Далее, Так. Угу. чтобы убрать складки. Угу. Утюг уже готов. Угу. Обязательно материал какой-нибудь, чтобы не расплавилась кожа. Угу. Ну и когда утюжишь, нельзя стоять на одном месте постоянно. То есть, типа придержал и стоишь, нет. Угу. Именно когда кожа, тоже нельзя стоять. Угу. Здесь важно именно паром работать. То есть горячий ничего не поможет, именно пар нужен только. Обязательно. Так вот, в принципе, должно получиться. Угу. Ну и спинку чуть-чуть можно заодно. Угу. Хоть и ровно, но все равно. Надо будет закрыть всю эту как бы не очень красивую Ага. вещь. В сторону. Вот. Угу. Берем Так. вот такой вот есть материал, получается. Ага, это что за материал? Это называется спастбонд. Угу. Может, вы слышали, не слышали. Угу. Из него как раз делают медицинские маски. Угу. Да, очень знакомый материал, на ощупь, да? Вот. Ага. Из них же прям точно, прям из него же делают медицинские маски. А мы Так. это как бы используем, чтобы закрыть Угу. некрасивую сторону дивана. Угу. В любом диване, в любом стуле, именно снизу, если посмотрите, Да, всегда да. будет такой материал. Вот там можете Если посмотреть. вспомнить, да. А, это он висит, да, Борис? Да, Ильич? ага. Ага. Лишнее всегда отрезаешь, чтобы не мешало. Угу.
Ну и под болты сразу дырочки делаешь к нему. Угу, по кругу, да? И потом вырезаешь их. Все, стул практически готов. Угу. Осталось только ножки прикрутить. Ага. Угу. Сначала, получается, проверяешь наклон, правильно ли стоит, Ага. чтобы она косая не была. Мгм, Ну, в принципе, правильно, поэтому потом просто переворачиваешь его. Угу. Ну и закручиваешь, получается. А ножки тоже старые, да? Да. От этого стула. Угу. Ну, меняем так вот обшивку, и Мгм, все. А мгм. все остальное остается старым. Угу. Именно на таких стульях. Здесь главное тоже не перекрутить, чтобы резьбу не сломать. Угу. Все, стол готов. Все. Вот, буквально 20 минут, и стульчик уже готов к эксплуатации, да, Да. скажем так. Ага. Улан, ну вы сказали, уже 5-й год работаете, да, здесь. Вот за это время на вашем опыте были ли какие-то, я не знаю, необычные заказы, может быть, какие-то не совсем там неожиданные, возможно? Что-то такое можете вспомнить? Или все так всегда стандартно? Ну, для меня необычно это когда, допустим, один раз было. В общем, люди заказали, получается, мебель новую, там с Москвы или с Питера, я не знаю. Получается, сюда перевезли. Им не понравился цвет. Совершенно новая мебель. Да, совершенно новая мебель. Им просто не понравился цвет. Как бы сам дизайн дивана нравится, но цвет не понравился. Ну и получается, они привезли к нам,
и попросили перетянуть. Мгм. Вот для меня, получается, было немного странно, то, что заказали новую мебель и перетянули, так сказать. Мгм. Вот. И далее как бы, а так обычно вот работаем, как работаем, заказываем, ну, перетягиваем, там, переделываем мебель. Мгм. Можно как бы самый старый диван там, сделать так, чтобы он вообще был новый практически. Мгм. Вот. Но, к сожалению, мы не делаем именно... В диванах бывают декоративные моменты именно с Мгм. деревянными изделиями. Вот. Они могут быть царапанные, покоцанные, там, сломанные некоторые. Мгм. Мы, к сожалению, не чиним, потому что нету именно инструментов, приспособлений для этого. Вот. Мгм. А так мы можем любой практически мягкий диван, мягкая кровать, там все мягкое можем переделать, Мгм. перешить, переделать. Да. Мгм. Ну и такой вопрос, наверное, который многих волнует, да, в какие сроки, насколько вот быстро можно дождаться своего заказа клиентов. По договору мы делаем от 10 до 15 дней, Мгм. но бывает у нас загруженности, либо если большая загруженность, у нас бывает, что чуть-чуть срок больше становится. Если загруженности нет, то как бы максимально быстро пытаемся сделать там, за несколько дней, там, за неделю. Вот. Мгм. А так по договору 2 недели, грубо говоря. Мгм. Ну, я вижу, здесь несколько мастеров у вас работает, да? Ага, в полные руки. А бывают ли такие временные, скажем так, периоды, когда загруженности больше? Зависит ли это, допустим, летнее время, зимнее время? Да, бывает. Мгм. Да, бывает. Чаще всего. Чаще всего перед праздниками бывает. Мгм. Ну и да, вот, самое глобальное это перед Новым годом. Мгм. Потому что вот люди любят именно все в последний момент. Все делать. новое, Новый год встречать с новым, так да. скажем, да? Да, Ага. с новым началом, так сказать, да. Ага. Ну и любят тоже в последний момент прийти и сделать. Можно мне быстренько сделать? Ага. Ну, мы, конечно, пытаемся быстренько Мгм. сделать, вот, но говорим уже по факту. Сможем, Мгм. не сможем. Если не можем, то уже на следующий год переносим. Если сможем, то уже делаем. А так самая загруженность именно перед Новым годом. Мгм. Мгм. Ну что ж, Улан, я хочу вас поблагодарить, во-первых, за интересный, я думаю, да, мастер-класс, который, конечно, полностью не повторишь в домашних, да, каких-то условиях, поэтому проще всего, наверное, приехать в ваш мебельный цех, да, Да. сделать какой-то заказ, и я думаю, мастера действительно здесь, скажем так, рукастые и сделают все ваши фантазии, так скажем, воплотят в реальность. Спасибо вам большое, успехов в работе, Спасибо. да, ну и, конечно, постоянного вдохновения, как бы это странно ни звучало. До новых встреч. Ну, а мы увидимся с вами на телеканале Якутия 24 в следующих выпусках. Оставайтесь на нашем канале.